Добрый день, меня зовут Филиппов Владимир, я учусь в 9 классе. Тема моей исследовательской работы — перспективы развития аквакультуры в Республике Саха-Якутия. Актуальностью данной работы является анализ водоемов Якутии для введения нового вида сельского хозяйства и увеличения занятости населения. Цель работы — изучить перспективы развития аквакультуры на территории Республики Саха-Якутия. Для решения этого были поставлены следующие задачи. Основные понятия, что такое аквакультура или товарное рыбоводство, краткий обзор состояния мировой и российской аквакультуры, перспективы развития аквакультуры в Якутии, основные проблемы и пути их решения. Слово аквакультура происходит от латинских слов аква — вода, и культура — возделывание, разведение, выращивание. Под аквакультурой понимают разведение и выращивание водных организмов, рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей, естественных или искусственных водоемов, а также на специально разведенных морских плантациях. Аквакультура имеет древние корни, так разведением карпов в пресноводных озерах и в прудах Китая занимается по меньшей мере 4000 лет. Первые сведения о рыбоводстве на Руси относятся к VII-VIII векам. При монастырях создавались пруды, в которых содержали рыбу. Основоположником промышленного рыбоводства в России считается Владимир Павлович Вратский, который придумал соколь, русский способ заготовки икры, который до настоящего времени успешно используется всеми рыбоводами мира. Как видно на картинке, изображен древнегреческий рисунок, где люди рыбачат в искусственно созданном водоеме. В настоящее время основными видами аквакультуры являются пастбищная аквакультура, индустриальная аквакультура и прудовая аквакультура. Итак, давайте рассмотрим виды аквакультуры более подробно. Пастбищная аквакультура — это наиболее малозатратное и в то же время высокоэффективное направление получения рыбной продукции, основанное на рациональном использовании природного потенциала водоемов. Рациональное полноценное использование кормовых ресурсов пастбищных водоемов позволяет обеспечить сравнительно короткие сроки устойчивый рост объемов производства. Индустриальная аквакультура — это вид аквакультуры, предполагает высокую степень спецификации, производства и управления процессом выращивания и содержания гидробионтов. Продуктивность в индустриальных системах, садки, бассейны и другие конструкции для выращивания рыбы наиболее высокая по сравнению с другими видами аквакультуры. Прудовая аквакультура предусматривает выращивание рыбной продукции в искусственно созданных водоемах. Пруды, обводненные карьеры и ирригационные системы, в отличие от пастбищной аквакультуры, данный водный объект может не иметь собственный кормовой организм. Как видно из таблицы, уровень промышленного рыболовства практически достигли предела и не меняется, составляя в среднем около 90 миллионов тонн. Аквакультура считается одним из самых быстро развивающихся по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 6 лет с 2011 по 2016 года. Продукция аквакультуры увеличилась практически 20 миллионов тонн, с 60 до 80 миллионов тонн. Аквакультура в России, так же как и в мире, находится на стадии развития. По данным Росрыболовства, на 2020 год продукция товарного рыбоводства достигла 328,6 тысяч тонн. Правительство России поставлено задачей до 2030 года достигнуть объемов аквакультуры в 600 тысяч тонн. Для этого создан ряд механизмов господдержки. Основным из них является государственная программа развития рыбохозяйственного комплекса России. Лидером этой отрасли в России является Южный федеральный округ, затем Северо-Западный федеральный округ. Третье место занимает Дальневосточный федеральный округ. Республика Саха-Якутия, имея громадное количество рыбохозяйственного фонда, река Озер имеет весьма неплохой потенциал для развития аквакультуры. Для сравнения я привел пример регионов России относительно схожих с природно-климатическими условиями с Якутией. В 2019 году рыбоводными хозяйствами Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные пруда, выращено 917 тонн пелеги, 926 тонн карпа, 389 тонн щуки, 11 тонн сетра, 5 тонн стерляди и 806 тонн прочих видов рыбы. Итого 3054 тонны. Республика Карелия по итогам 2019 года объем производства объектов аквакультуры достиг 27 200 тонн. 98% всей выращиваемой продукции является форель. Красноярский край в 2019 году 965 тонн. Республика Коми в 2019 году 100 тонн. Магадан нет официальных цифр. Перспективность развития рыбоводства в Якутии показывает успешные проведенные экспериментальные работы по поселению пеледи и карася. Из 1978 по 1993 года в разнотипные озера Якутии, по итогам которых было выловлено 155,3 тонн, в том числе 52 тонны на участках Вилюйского водохранилища, 24,9 тонн на озерах Слававской группы, 78,4 на озере Заречье и озере Бело. Товарное рыбоводство может стать новым видом
занятости местного населения, а также уменьшить негативный антропогенный фактор наносимый водным ресурсам Якутии. Учитывая пригодный для выращивания рыбохозяйственный фонд, известно, что не все реки и озера подходят для выращивания рыб. В целях проведения расчета взял теоретически 60% водных объектов, возможных пригодных для аквакультуры. Для определения 60% пригодных водоемов общей площадь водоемов, которая равен 7399,3 тысячи гектаров, умножаем на 60% и делим на 100%. В итоге получаем 4439,5 тысяч гектаров. Для определения возможного получения минимального объема продукции аквакультуры с водоемов в Якутии производим расчет 4439,6 тысяч гектаров умножаем на его продуктивность 15 кг на гектар. Получится 66 миллионов 194 тысячи килограммов рыбы. В настоящее время в Якутии добывается около 10 тысяч тонн. Также были определены перспективные виды для выращивания в условиях Якутии. Сик, озерный речной вид, является популярным видом для любительского и промыслового рыболовства. Ценный вид имеет белое мясо, никакие вкусовые и ростовые качества. Чир, озерный речной вид, бесспорно считается одним из самых промысловых рыб, способных обитать в озере. Хорошие ростовые качества замкнутых водоемов позволяют определить его как перспективный вид. Думаю, уважаемые эксперты согласятся, если я скажу, что интегирка и особенно строганина из чира считается деликатесом для всех якутян. Белеть, озерный речной вид, считается одним из самых перспективных видов для выращивания в озерах. Это показывает по интродукции Белуйского водохранилища и проведенным экспериментальным работам в озерах на территории Центральной Якутии в 1978 по 1992 годы. Форель является одним из самых популярных видов для выращивания индустриальной культуры. Достаточно неприхотливая рыба с красным мясом довольно успешно выращивается практически во всех регионах России, начиная с Астраханской области и заканчивая Магаданской областью. Карповые виды рыб, интерес из указанных видов вызывает сазан и карп. Интересно, что сазаны единично ловят в реке Лена около города Якутска, что позволяет также определить перспективные виды. Сазан неприхотлив, имеет хорошие ростовые качества, сам популярный вид для выращивания в мире. Карась традиционно издавна славится хорошими вкусовыми качествами, и наши предки увеличивали запасы карася путем переноски мокрой травы из озера в озеро. Может стать весьма перспективным видом. В 2019 в поселке Чернышевск Мелинского района организовано первое садковое рыбоводное хозяйство. В настоящее время хозяйство занимается экспериментальным выращиванием молоди, преледи и чера. Если очень постараться, можно увидеть молодь. Проанализировав перспективу развития аквакультуры в Республике Саха-Якутия, можно выделить следующие проблемы. Малоизученность водных объектов в республике в целях определения подходящих к товарному рыболовству водоемов. Считаю нужным проведение научных исследовательских работ, направленных на изучение гидрологии, гидрохимии, кормовых показателей водоема, определение подходящих видов для выращивания. Недостаток в республике качественного рыбопосадочного материала. В республике находится лишь один рыбоводный завод, способный реализовать рыбопосадочный материал. Чернышевский рыбоводный завод находится в поселке Чернышевский Мирнинского района. Отсутствие качественных кормов для выращивания рыбы. К сожалению, хороших отечественных кормов для выращивания в России не производят. Все рыбоводные хозяйства пользуются импортными кормами фирмы Биомар или Алираква и другие. Проблема доступного корма состоит практически во всех регионах России. В настоящий момент перед хозяйствами в области кормопроизводства стоит важнейшая задача импортозамещения качественными отечественными кормами. В современных реалиях экономики закуп иностранных кормов весьма дорогое мероприятие. Отсутствие программных развития аквакультуры в Республике Саха-Якутия. Без программы развития аквакультуры в республике будет весьма затруднительно продвигать эту деятельность. Как и другие сельскохозяйственные отрасли, для начала организации рыбоводнических ферм нужны инвестиции. Отсутствие постоянно действующих опытно-производительных баз, опытно-производственные базы необходимы для проведения экспериментальных работ, разработки биотехники, разведения рыб в условиях Крайнего Севера и Арктики, введение более жизнестойких видов рыб и других фундаментальных вопросов рыбоводства. Строительство новостных магистральных реках в Якутии мини-инкубационных цехов для сбора икры. Пункты сбора живой икры также важнейшая часть в рыбоводстве. Если в рыбоводных заводах массово инкубируют икру и выращивают молоть, то пункты сбора живой икры организуются на местах близ вместилищ. Искусственно воспроизводимых рыб для заготовки икры, транспортировки в рыбоводнических хозяйствах. В наших условиях это не завязано, у них промысловая Лена, Яна, Дигирка, Колома.
Спасибо за внимание.